Все школы Коми прошли проверки и готовы к новому учебному году. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова на открытии ежегодного педагогического совещания. В новом учебном году планируют создать психолого-педагогические классы, внедрить новые подходы в воспитание детей и возродить начальную военную подготовку. Анастасия Тюрнина посетила Большой педсовет. В новый учебный год с новыми проектами. На первый план выходит идеологическое и патриотическое воспитание детей. С 1 сентября во всех школах страны раз в неделю перед уроками будет звучать гимн России и подниматься российский флаг. А еще цикл внеурочных занятий, разговору о важном. Центральная тема – патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность. Нам очень важно несколько по-другому сформировать наши незыблемые ценности. Воспитание всегда было для нас приоритетом, но сегодня, когда очень много вызовов, и под эти вызовы попадают в первую очередь наши дети, нам важно научить их разбираться во всем. Важно еще раз помочь семье в воспитании детей. Начальная военная подготовка. Возродить в наших школах все хорошее, что было в советской системе образования, предложил Владимир Путин. А еще в образовательных учреждениях откроют 38 психолого-педагогических классов. Нужно воспитать достойную смену учителям. Зачастую именно то, что закладывают в детей учителя, вы, уважаемые коллеги, становится основополагающим в выборе их дальнейшего жизненного пути, профессии. 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписан президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в целях признания особого статуса педагогического работника. Новшества ожидаются и в сфере среднепрофессионального образования. В Сыктывкарском лесопромышленном техникуме победители проекта «Профессионалет» создадут лесной кластер, где будут готовить кадры, которых не хватает на рынке труда. Они получают серьезную федеральную поддержку, 100 миллионов рублей на модернизацию материально-технической базы, на закупку современного оборудования, которое стоит на предприятиях, на проведение ремонтных работ. Конечно же, очень серьезное софинансирование со стороны работодателей, серьезное софинансирование со стороны региона. И под вот эти все денежные вливания, конечно же, готовят новые образовательные программы, проходят полностью переподготовку весь преподавательский состав. В этом году предстоит провести подготовительную работу, разобрать нормативную базу, рассказать ребятам о перспективах. В 2023-м начнется приемная кампания. В тех регионах, где открылись подобные кластеры, поток абитуриентов увеличился в 2 раза. При этом у выпускников таких СУЗов больше шансов удачно трудоустроиться. Анастасия Тюрнина, Елена Кононова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.